Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Начался отвод войск в районе украинского города Дебальцево. Свобода под прицелом. Год назад на Киевском Майдане был открыт огонь по протестующим. В Вашингтоне проходит саммит по борьбе с экстремизмом. Начнем, как обычно, с новостей из Праги. Коллеги, вам слово. Спасибо, Наташа. Все события в настоящем времени из Праги. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Главная тема дня. Бои вокруг города Дебальцево, по всей видимости, скоро немного утихнут. Но это вряд ли можно назвать результатом недавно подписанного договора о прекращении огня. Скорее наоборот. После 3 дней ожесточенных боев президент Украины Петр Порошенко заявил, что 80% украинских войск покинули Дебальцево. Представители сепаратистов, в свою очередь, утверждают, что город находится под их контролем. О ситуации в Дебальцево в репортаже Александра Касаткина. Из Дебальцева в сторону Артемовска выходит подразделение украинских военных. Президент Петр Порошенко заявил, что войска покинули город организованно и с техникой. Украинское телевидение сообщило, что многие солдаты покидают город поодиночке. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» наблюдал за операцией по выводу войск. Операция с отвода войск из Дебальцева началась еще сегодня ночью. Разные военные называют разный момент, но это были большие колонны, то есть не только малые группы, но и большие колонны с техникой выходили дорогой, которая оставалась свободной, но она, конечно, простреливается, это через Нижнее Лозовое и Новогригорьевку. Попадали под обстрел. Многие рассказывали, что когда ехали, в них попадали, и из танков попадали, и из минометов попадали. Техника, конечно же, оставлялась в полях, и люди несколько километров, десяток километров, возможно, 1,5 десятка километров должны были идти к первому украинскому блокпосту пешком. У военных есть жертвы во время выхода, были раненые, были убиты. Сегодня в Артемовской больнице, это ближайшая больница большая, которая работает возле Дебальцева, еще в 11 или 12 часов мы общались с доктором, который сейчас там работает, и он сказал, что уже больше 100 есть раненых, и этот караван из карет скорой помощи, он не прекращается, то есть продолжают свозить раненых. Многие уже отчаялись, многие говорили, что в последние дни это была действительно очень тяжелая ситуация, постоянные обстрелы, проблемы с боекомплектом, много раненых, которых не удавалось вывести, потому что из-за постоянных обстрелов даже та дорога, которая оставалась не занятой, которая оставалась не заблокированной, она была очень опасной. Но после первых таких эмоций наступает злость. То есть многие военные, общаясь с нами, задавали риторический уже вопрос, да, почему так поздно было принято решение, для чего были эти жертвы, почему нельзя было это сделать раньше. И, конечно же, в первую очередь они винят в этом главнокомандующего Петра Порошенко. Родственники военных, оказавшихся в районе Дебальцева, продолжают второй день протесты. Они организованы представителями правых украинских организаций. Сегодня в Ровно прошла экстренная сессия Горсовета. Трасса блокаду держали активисты всю ночь, привезли полевую кухню, почку, требовали от президента либо вооружить и дать возможность стрелять в ответ тем войскам, которые сейчас находятся в оперативном окружении в Дебальцево, либо же отвести подразделения, которые находятся под постоянным огнем со стороны пророссийских сил. Эксперт по национальной безопасности Украины Владимир Полевой утверждает, что военные под Дебальцево стали заложниками политической ситуации. Да, действительно, Дебальцево важный стратегический пункт на линии фронта. Военные, безусловно, оказались заложниками политических и дипломатических решений. Представим, что и у противника, и у нас есть неких 10 юнитов, которые оперируют на фронте. Существует приблизительный паритет сил, который четко выдерживается российской стороной, поставками. Украина объявляет о том, что прекращает огонь и не будет вести никаких наступательных действий. Украина оставляет свои воинские части, там, где они находятся, подразделения, растянутые по линии фронта,
Террористы получают карт-бланш, они точно знают, что 10 украинских юнитов остаются на местах, они могут снять 5 юнитов, сколько им нужно для атаки на Дебальцево, получают там перевес сил и средств и начинают наступление. Что они делают? Поэтому с тактической точки зрения удержать Дебальцево в этой ситуации практически невозможно. Представители сепаратистов во вторник заявили о сотнях сдавшихся в плен украинских военных. В пресс-центре спецоперации эту информацию не подтвердили. Александр Касаткин. Настоящее время. Красногоровка – город, расположенный на линии фронта между силами непризнанной ДНР и украинской армией. Здесь нет ни воды, ни света. Вокзал, школы и больницы разбиты артиллерией. Для жителей города это уже не первая волна обстрелов за время этой войны. В прошлом июле и августе за Красногоровку шли ожесточенные бои, в результате чего силы сепаратистов отступили, город был сильно разрушен, имелись многочисленные жертвы. И вот все началось сначала. О том, как и в ожидании чего живут красногоровцы, в репортаже нашего корреспондента Аскольда Серко. По Красногоровке слоняются без дела стаи неприкаянных пацанов. Артем говорит о том, что пытаются выжить втроем с отцом на бабушкину пенсию 1200 гривен. Это порядка $50 сегодня. А вот это сейчас взрывы слышны, это что? Взрывы, ну, так как мы тут долго живем, знаем, это, скорее всего, где-то в Песках, в аэропорту. В Красногоровке мы никому не нужны. Ни одним, ни другим. Не боюсь этого сказать. Нас просто уничтожают и просто убивают. Все, Ира, дай 100 Украина гривен. решила просто уменьшить население. Ирина со своей матерью Лидией колесят на Таврии по окрестным селам, поставляют местным жителям семена овощей. Спрос есть. На эти семена у людей большие надежды. Если удастся вырастить хоть какой-то урожай, шансы выжить в прифронтовой зоне увеличиваются. Сосед Ирины и ее товарищ по несчастью тоже беженец из Донецка Руслан. Ни света, ни газа, ни воды, ничего нет. Так и выживаем. В Донецке Руслан был таксистом и охранником, теперь хочет ехать из Красногоровки дальше, на Западную Украину. Но для этого пока не хватает денег. Перебивается случайными заработками. Там дров нарубить, тут починить старикам какую-то бытовую технику. Дров осталось недели на 2, но Руслана это в отчаяние не приводит. Дальше будут топить рубероидом с разбомбленных домов. Друг, у которого Руслан прижился, Леонид Иванович, прошлой весной проголосовал на псевдореферендуме за так называемую ДНР. Теперь сильно об этом жалеет. И на вопрос, кто виноват, отвечает как капитан запаса, четко по-военному. Ну, вот эти вот, как и ННР и ДНР. Лучше бы не голосовал, а то голосовал за ДНР. Вы голосовали? Ага. Да? Да, за ЛНР нет, за ДНР. А за ДНР голосовали? Ну, Донецкую Народную Республику, да. Думали, будет народ лучше жить, понимаешь? А получается какая картинка. Ирина, отвечая на вопрос, кто кому из соседей кем приходится, смеется. Мы все здесь теперь родственники, говорит она. Беда сблизила и породнила. И мечта у новых побратимов одна – мир в Украине. Аскольд Серко. Настоящее время из Красногоровки. Ровно год назад в центре Киева началось кровавое противостояние между мирными демонстрантами и силовиками. В этот день оппозиция провела марш в поддержку голосования в Верховной Раде. По демонстрантам был открыт огонь. Столкновения продолжались следующие 2 дня. Мой коллега Сергей Дорофеев был непосредственным участником этих событий. Я спросила его, что из увиденного своими глазами ему больше всего запомнилось. Мне очень сложно вспоминать те события. Я думаю, что гораздо сложнее, чем мне, потому что я-то работал журналистом и волонтером. Вспоминать те события людям, которые находились непосредственно вот в этом жутком аду, по-другому не скажешь. Потому что высота пламени достигала высоты 5-этажного дома. Ты же не мог не чувствовать ощущения этой толпы, этой энергетики. Это было чувство страха. Это было чувство страха, которое было сопряжено с чувством невероятного роста национальной самоидентичности. Вот это было очень важно. Чувством гордости за то, что нация не сидит, не жалуется на жизнь в социальных сетях. Она выходит и меняет все своими руками, делает это сама. Я никогда не забуду юношу, совсем молодого парня,
который, истекая кровью, лежал на брусчатке на Институтской и сжимал украинский флаг окровавленными руками и целовал его. Вот это есть квинтэссенция того, зачем туда вышли люди и чего они хотели. Другой мальчишка надел голубую каску и сказал своим родителям: «Пап, мам, вы не волнуйтесь, меня снайперы не убьют, потому что на мне каска голубая». Но снайперы думали и мыслили по-другому. Ну а вот год спустя страна изменилась. Кардинально. В стране началась война. И сейчас, год спустя, как ты смотришь на эти события? Я бы не связывал события того ноября, декабря, января и вот жуткого февраля с войной. Война это имеет несколько иную природу. Через год этого удалось достигнуть? То есть, чтобы не воровали, то чтобы не лгали? Безусловно, нет. Безусловно, нет. Вот Amnesty International сегодня пишет о том, что нынешняя система в Киеве не способна расследовать преступления на Майдане. Вот это ответ на твой вопрос. По сути, система осталась та же. А политикум украинский не успевает меняться и созревать так, как это делает украинский народ. В результате расстрела мирных демонстрантов погибло более 100 человек. О том, что пережили участники этих событий, зарисовки моих украинских коллег. На Майдан я попал практически с первых дней. Вдруг все началось, выстрелы какие-то, бух-бах. Видел, как отступает Беркут, как машины все уезжают, какая здесь паника была. Сын мой, и там смс-ки даже. То есть я не могу ему ответить, я сам пишу: «Я вас люблю». Ты же понимаем, тут стреляет, все взрывается. Эти дни навсегда запомнятся мне. Я ни разу не присел, не прилег. 18 февраля я был сам лично ранен одним из правоохранителей. В спину в Красный Крест. Чудом остался жив. Возле меня упал раненый парень, и я в этот момент нагнулся. Моя куртка была теплая, такая толстая. Пуля застряла в ней. Повредила позвоночник, конечно. Уже, слава богу, хожу. Атмосфера на Майдане была очень тревожная. Люди понимали, что убивают, и что они, в принципе, могут быть тоже убиты. Снайпера стреляли очень точно. То есть это были выстрелы или в голову, или в сердце, или в сонную артерию. Снайперская. Начиная с 18 по 21 февраля, все для меня пролетело как один день. Тогда уже я видел много крови, первые трупы. Когда вспоминаешь, слезы появляются. За Майданом последовала смена власти в Украине и война в Донбассе. Добились ли участники Майдана того, за что стояли на площади в тот холодный и кровавый февраль? Не жалеют ли они об этом? Именно с этими вопросами мои киевские коллеги обратились к жителям города. Я сама была активисткой этого Майдана. Я сама была активисткой Майдана. У меня есть фотографии. Я бы пошла опять, хоть меня и избили. Я тогда была контужена. А сейчас наша мафия как была, так и есть. Так, звичайно, було у цей день рівно. Да, конечно, в этот день, год назад, никто не знал, как все закончится, но мы были здесь. Но уже на следующий день мы снова были здесь и строили новые укрепления. Так, пришли. Да, пришли бы, потому что люди боролись за лучшую жизнь. Сейчас борьба продолжается. Дуже тяжко відповісти на таке питання. Очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что слишком большие потери. Но тем не менее, да, это стоило делать. Страну нужно было спасать. И сейчас. Однозначно пришел бы. Да, пришел бы. Однозначно пришел бы, потому что идеи, с которыми вышли, были не идеями одного человека, а ценностями людей. И люди отдали жизни ради этих ценностей. И
Этот Майдан должен стать Майданом у каждого в его сердце, чтобы измениться каждому из нас. Время передавать слово в Вашингтон. Наташа? Спасибо. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую прекратить боевые действия в Дебальцево и придерживаться положений Минских соглашений. С нами на связи из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, эта резолюция была принята по инициативе России. Я думаю, что многие наши телезрители в Украине, например, увидят в этом некую иронию. Наташа, да, действительно, эта инициатива была выдвинута Российской Федерацией, резолюция была предложена Российской Федерацией, и за нее в результате все члены Совета Безопасности проголосовали единогласно. В резолюции содержится призыв соблюдать Минские договоренности, прекратить военные действия в зоне конфликта, начать вывод тяжелых вооружений из зоны конфликта и допустить в зону конфликта на востоке Украины наблюдателей ОБСЕ. В резолюции также содержится призыв соблюдать и уважать территориальную целостность Украины. Но несмотря на то, что эта резолюция была, за нее проголосовали единогласно, Россия в Совете Безопасности все равно подвергалась резкой критике, в частности со стороны американского представителя. Саманта Пауэр, постоянный представитель США в ООН, сказала, что Россия живет в перевернутом мире. Давайте послушаем, что она сказала накануне на заседании Совета Безопасности. В ситуации с Украиной мы уже привыкли жить в перевернутом мире. Россия говорит о мире, но на деле разжигает конфликт. Россия подписывает соглашения, а потом делает все, чтобы подорвать их. Россия выступает в защиту суверенитета нации, а потом ведет себя так, как будто границы с соседом не существуют. Но даже для тех из нас, кто уже начал привыкать к перевернутому миру, по меньшей мере кажется ироничная идея, что Россия, которая сама же создала этот конфликт и прилагает усилия к эскалации насилия в Украине, сегодня сама предложила эту резолюцию, призывающую к мирному урегулированию. Горькая ирония состоит в том, что этот совет уже провел порядка 30 заседаний, цель которых призывает Россию остановить эскалацию этого конфликта и прекратить гибель людей. Но нужно сказать, что Россию на Совете Безопасности критиковал и украинский представитель. Юрий Сергеев сказал, что надежда на мир в Украине, на востоке Украины разрушена. Он сказал, что Россия, с одной стороны, призывает соблюдать Минские договоренности, а с другой стороны, является первой стороной, которая эти договоренности и нарушает. Ну, а российская сторона, российский представитель Виталий Чуркин заявил, что он не удовлетворен уровнем дискуссии в Совете Безопасности и обвинил некоторых членов Совета Безопасности в том, что они пытаются переписать Минские договоренности. Вика, а зачем вообще Россия инициировала вот это обсуждение, подписание этой резолюции? Наташа, России сейчас очень важно, чтобы международная общественность признала, что она была частью минских переговоров, является частью минских договоренностей, что она является легитимной частью мирного процесса в Украине. России нужно начать восстанавливать свою репутацию на международной арене, которая очень сильно пошатнулась с начала украинского конфликта. Но, как мы видим, несмотря на то, что резолюция за нее проголосовали единогласно, России пока это не очень удается, так как она накануне в Совете Безопасности продолжала подвергаться резкой критике. Наташа. Спасибо. Это была наш корреспондент в Нью-Йорке Виктория Купчинецкая. Тем временем вице-президент Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, посвященный ситуации в Восточной Украине. Вице-президент решительно осудил нарушение режима прекращения огня силами сепаратистов, действующих сообща с российскими силами в городе Дебальцево и окрестностях, говорится в заявлении Белого дома. Вице-президент согласился с президентом Порошенко, что если Россия продолжит нарушать Минские соглашения, включая последнее соглашение, подписанное 12 февраля, цена для России будет возрастать, сообщил далее Белый дом, не вдаваясь в детали. Но вот, кстати, в заявлении Белого дома не упоминается о запросе Украины на поставку вооружений летального характера. На пресс-конференции в Будапеште президент России Владимир Путин заявил, что, по его данным, США уже поставляют оружие Украине, и добавил, что кто бы и какое оружие не поставлял, количество жертв может, конечно, увеличиться, но результат будет такой же, как и сегодня. При этом пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки в ходе брифинга сказала, что в администрации считают, и я буду удивлена, если со мной не согласятся другие, что ввязывание в войну с Россией через подставных фигур не отвечает ни интересам Украины, ни интересам международного сообщества. Разумеется, когда мы взвешиваем разные варианты, мы учитываем и это как один из факторов. Конец цитаты.
По данным социологических исследований, Россия заняла место главного врага в сознании значительной части американцев. По данным Института Гэллоп, негативное отношение к России резко усилилось за последний год, и она обогнала бывших лидеров рейтингов враждебности – Северную Корею, Китай и Иран. Собственно, отношение американцев к России сейчас можно назвать самым плохим за последние 26 лет. Только четверть жителей США благоприятно относятся к России, а 18% опрошенных и вовсе считают Россию злейшим врагом. 3 года назад число американцев, которые говорили о благоприятном отношении к России, превышало число тех, кто был настроен к ней негативно. Стоит отметить, что и россияне отвечают взаимностью. По данным Гэллоп, в середине 2014 года политику руководства США одобряли всего лишь 4% жителей России, а 82% относились к ней негативно. Кстати, рейтинги российского президента Владимира Путина оказались еще хуже, чем России в целом. Лишь 13% американцев относятся к Путину положительно, в то время как 72% отрицательно. Я думаю, что администрация Барака Обамы считает президента Путина крайне изолированным в мире, и в основном это так. Но здесь не учитывается факт его популярности в некоторых частях света, благодаря тому, что он является олицетворением антиамериканского настроя. Лидеры, такие как президент Турции Эрдоган или президент Египта Абдул Фатах ас-Сиси, видят в Путине что-то вроде модели для подражания. Он демонстрирует то, что можно быть сильным националистическим лидером и, возможно, даже безнаказанно выступать против Запада. Я считаю, что по той же причине Путин нравится и популистам в Латинской Америке. Он может дать отпор Вашингтону, а Вашингтон – это традиционный противник популистов в Латинской Америке. Конечно, немаловажное значение имеет также элемент жесткого путинского шовинизма, отсутствие политкорректности. В некоторых частях света это считается плюсом. Кристиан Кэрролл, обозреватель журнала Foreign Policy, посвятил этому вопросу статью под заголовком «Новый образцовый диктатор. Почему Владимир Путин является лидером, которым хотели бы стать прочие главы авторитарных режимов». Одно дело – использовать антиамериканский настрой и хвалиться тем, как ты защищаешь традиционные консервативные ценности. И совсем другое дело – быть способным привлекать в Россию инвестиции или убедить свой народ испытывать доверие к состоянию экономики страны. В прошлом году отток капитала из России составил рекордные $150 миллиардов. Это очень хороший пример того, насколько проблематичным является политический курс, который подтачивает экономический фундамент страны. В столице США проходит 3-дневная встреча по борьбе с насильственным экстремизмом. Тема актуальная в свете событий на Ближнем Востоке и в Европе. Убийства христиан в Ливии, чудовищной казни иорданского пилота боевиками ИГИЛ, терактов в Копенгагене. На саммите выступят президент Обама, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, высокопоставленные представители более 60 государств. Александр Панов продолжит тему. Конференцию по борьбе с насильственным экстремизмом устроители назвали саммитом, встречей на высшем уровне. Слово «исламский» в названии отсутствует намеренно. В Белом доме говорят, что саммит посвящен борьбе с любыми формами экстремизма, использующего насилие, будь то ИГИЛ, латиноамериканские наркокартели, африканские пираты и так далее. Накануне, в первый день, вице-президент Джозеф Байден обсуждал предварительные итоги реализации пилотных программ по борьбе с экстремизмом внутри США. Они были созданы в прошлом году Министерствами юстиции и национальной безопасности в 3 проблемных городах – Бостоне, Миннеаполисе и Лос-Анджелесе. Нам нужны ответы, которые гораздо шире, чем просто военное или силовое решение. Всем странам, включая Америку, следует вести работу с самых низов, подключать местные общины и вовлекать тех, кто может стать радикалом, потому что сначала стал маргиналом. Более 20 американцев сомалийского происхождения из Миннеаполиса отправились в Африку воевать в рядах группировки Аль-Шабааб, ответственный за захват заложников в торговом центре Уэстгейт в Найроби. В результате этого теракта погибло более 70 человек, свыше 200 получили ранения, в том числе несколько американцев. Расследование Конгресса показало, что вербовка террористов проходила прямо под крышей некоторых мечетей Миннеаполиса и Сан-Диего. Минюс США открыл около 40 судебных дел. Их география обширна: Миннесота, Огайо, Калифорния, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Иллинойс, Миссури, Алабама, Вирджиния и Техас. Наша главная задача — не допустить проникновения террористов в Америку. Мы знаем, руководство этих организаций поставило задачу всем своим сторонникам в США совершать теракты, поодиночке или в составе групп по 2-3 человека. Они обучают террористов прямо в интернете, как это было в случае взрыва бомб на бостонском марафоне или массовой стрельбы в Форт Худ.
Исламское государство вербует сторонников в социальных сетях. На саммите в Вашингтоне в четверг пройдет специальное заседание по кибербезопасности. Спецслужбы отмечают, что особо опасна новая генерация. Граждане США, не внушающие никаких подозрений, способные готовить теракт долгие годы. Чтобы ряды террористов не пополнялись, предстоит выиграть самую сложную битву за умы молодых людей, чаще всего иммигрантов, не нашедших в этой стране своей американской мечты. Президент Обама выступит на саммите дважды, в среду в Белом доме и в четверг в Государственном департаменте, где состоится встреча на уровне министров и соберутся представители более 60 стран. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. И другие темы. Приближается одно из самых ожидаемых кинособытий года – 87-я церемония вручения премии «Оскар». Кинокритики, конечно, строят прогнозы относительно будущих лауреатов и уже определились со своими предпочтениями. Одного из американских знатоков кино, Лесли Комбимейл, мы пригласили в студию «Голоса Америки» рассказать о предстоящем событии. И прежде всего, чем церемония «Оскар-2015» будет отличаться от предыдущих. Во-первых, новый ведущий Патрик Харрис. Организаторы церемонии выкладывают в сети рекламы и забавные ролики с его участием, что поддерживает интерес зрителей. Во-вторых, не редкость, что фильмы одного года имеют схожую тематику. В этом году сразу несколько главных героев – гениев. Это и игра в имитацию, и теория всего, и город героев. Во всех этих картинах главные герои – люди с выдающимися способностями, гении. Кинематограф зачастую выступает в роли зеркала общества, и мне кажется, что сегодня тема гениальности важна для США и, возможно, для всего мира. Тема интеллекта и выдающихся людей вновь актуальна, и нам стоит обратить на это внимание. Какие шансы, на ваш взгляд, у российской картины «Левиафан»? В рамках своей ассоциации критиков я проголосовала именно за этот фильм. Мне картина показалась потрясающей. И, несмотря на свою специфику, характерную для России, в фильме представлены более глобальные темы. Хочу особо отметить актерские работы. Они великолепны. Мне, как американке, было очень интересно наблюдать за игрой российских актеров другой школы. Мне трудно давалось общение героев между собой. Я не всегда могла уловить нужные моменты и сугубо культурные аспекты, но все-таки, несмотря на все различия, им удалось передать свои чувства. Эмоции, темы и глубина картины шире границ государств. Мне кажется, «Оскар» достанется «Левиафану». Кинорежиссер Андрей Звягинцев рассказал нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу, что он думает по поводу многочисленной критики в России в адрес его картины «Левиафан». Ровное отношение, оно хуже всего. То есть равнодушие – это значит, что-то ничего не произошло, это значит, людей не зацепило. А раз так сильно зацепило, я сейчас говорю о негативной оценке, это значит, что мы попали в какое-то очень важное место, в очень важное средоточие, в сердце бытия, я бы так сказал. Вот как бы русский контекст сегодняшнего дня каким-то причудливым образом мы попали в сердцевину. При том, что замысел фильма появился в 2008 году. То есть это не просто острая, злободневная, актуальная тема, а как-то вот попали. Полностью интервью Андрея Звягинцева вы сможете посмотреть на нашем сайте currenttime.tv. В Новом Орлеане городов США отметили вчера Марди-Гра, жирный вторник. Последний день аналога Масленичной недели, ну и последний день карнавального сезона, после которого у католиков начинается Великий пост. Вообще традиция Марди-Гра восходит к дохристианским языческим ритуалам, проводам зимы, встречи весны. Но для многочисленных участников красочного шествия это прежде всего карнавал. Надо сказать, что парады в Новом Орлеане выглядят впечатляюще. Участники процессии, наряженные в самые невероятные костюмы, бросают в ликующую толпу различные сувениры от бус до мягких игрушек. На этом программа подошла к концу. Мы благодарим наших коллег из Праги. Смотрите нас также на сайте. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Шахида, до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.